Ассаламу алейкум. Я Сулейманов Джамбулат, руководитель чеченского национально-освободительного движения «Единая сила». Минувшей ночью Евгений Пригожин, как называл его Рамзан Кадыров, его дорогой брат, и его подразделение «Вагнер» захватили Ростов-на-Дону. Сегодня колонны вагнеровцев движутся по направлению к Москве. Российские силовики не оказывают особого сопротивления. Возможно, мы в преддверии очередного военного переворота и революции в России. Это событие однозначно скажется на чеченцах. За период правления марионеточного правительства Рамзана Кадырова чеченцы стали ненавистны в России, и отношение к чеченцам в мире также изменилось. Проявите гражданскую сознательность. Я обращаюсь к свободным гражданам независимой Чеченской Республики Ичкерия, находящихся под оккупацией. Следите за развитием событий и будьте готовы в нужный час выйти на улицы и площадя чеченских сел и городов, взять под контроль административные здания. Я также обращаюсь к руководителям, командирам кадыровских подразделений, не запятнавших себя кровью чеченского народа и издевательством над собственными гражданами. Сделайте свой правильный выбор в этот сложный час. Это ваш последний шанс реабилитировать себя перед чеченским народом. Или сложите оружие и разойдитесь по домам, или же направьте это оружие против предателей чеченского народа, против предателей веры и интересов чеченского народа. Мы видим, что руководители Национальной Республики России уже заявляют о стремлении к независимости. Мы должны взять то, что принадлежит нам по праву. Мы на протяжении минувших 30 лет заплатили огромную цену крови и страданий нашего народа. В этот сложный час мы, единая сила, и я, его руководитель Сулейманов Джамбулат, готовы взять на себя ответственность по стабилизации ситуации в республике и в регионе до проведения очередных всенародных выборов и референдума относительно статуса независимой республики Ичкерия. Я уверен, что мы сможем создать новую команду из достойных чеченцев, не запятнавших себя связями с кадыровской властью и с российскими спецслужбами. Отнеситесь предельно внимательно и серьезно к данному заявлению и будьте готовы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.